إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهديه الله فهو المهتد ومن يضلله فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Дорогие братья, Аллах Всевышний повелел нам совершать только благое и остерегаться от всего дурного. Благодеяние верующего в первую очередь касается его Создателя, Всевышнего Аллаха, а затем его созданий. Всевышний сказал: «Ва'будуллаха валя тушрику бихи шай'a». Поклоняйтесь только Аллаху и не приобщайте к Нему сотоварищей. «Вабил валидайни ихсана». И делайте добро своим родителям. В первую очередь. «Вабидил курба». Своим родственникам. «Валь ятама валь масакин». Делайте добро сиротам, беднякам. «Валь джари дил курба валь джарил джунуб». И делайте добро своим соседям, которые являются вашими родственниками, и соседям, которые не являются вашими родственниками. «Вассахиби биль-джанби вабни сабили вама малакат айманукум». Делайте добро находящимся рядом с вами спутникам, странникам и невольникам, которыми овладели ваши десницы. И знайте: «Инна Аллаха», воистину Аллах, «ла юхиббу ман кана мухталан фахура». Аллах не любит всяких гордецов и бахвалов. Сура «Женщины», 36 аят. Верующий, который уверовал в Аллаха и в судный день, который всегда чувствует и видит, что Аллах рядом с ним, Аллах видит его, Аллах заботится о нем, и Аллах могущественный и над всякой вещью мощен, от него должно исходить только благо, где бы он ни был. Его семья, его соседи, его коллеги на работе, его друзья, одноклассники, однокурсники, сослуживцы, все должны получать только благо от верующего. Всевышний Аллах в Коране описал пророка своего Иса алейхиссалям, Иисуса: «Ваджа'аляни мубаракан айнама кунт». Аллах сделал меня благословенным, где бы я ни был. Иса алейхиссалям, Иисус, которого любят все мусульмане и должны любить его как святого пророка, и его мать как святую женщину. Где бы он ни был, люди получали от него пользу и радовались, что Иса алейхиссалям с ними. И мы, мусульмане, должны быть похожими на самых лучших из общества людей, на пророков. Но очень часто, когда мы приходим, начинаем поклоняться Аллаху, изучать свою религию, шайтан начинает искать в нас путь, в наши сердца. И этот путь, он отличается от других путей. И очень часто мы поддаемся наущениям шайтана и теряем вот этот приоритет, который Аллах поставил перед каждым мусульманином. «Ваджа'аляни мубаракан айнама кунт». Он сделал меня благословенным. Благословенный человек, от него радуются все люди. От него не шарашаются, не бегут от него, потому что он благословенный. Айнама кунт, где бы я ни был. Поэтому ислам должен делать людей лучше, добрее, справедливее. Но очень часто мы поддаемся наущениям шайтана. Как-то раз в Челнах, когда проводил вагаз, после вагаза подошел один абый, который взрослее нас. И он спрашивает: у нас во дворе постоянно сидят бабушки. Они пенсионеры, у них занятие такое, работа такая, сидеть, они всю жизнь работали. И они у меня спрашивают: вот у нас в подъезде живет молодой человек, такой воспитанный, такой хороший, добрый. Каждый день, когда он выходит с подъезда, он здоровается с нами, улыбается. И когда идет в магазин, он стучится к нам во дверь и спрашивает: Аби, бабушка, тебе не надо за хлебом сходить,
я могу как раз за хлебом иду, за молоком. Такой, говорит, хороший был юноша. Вот недавно начал в мечеть ходить. И он не то, что перестал стучаться во дверь и спрашивать, нужен нам хлеб, он даже здороваться с нами перестал. Это, говорит, что за религия такая? И этот Абы говорит, я ему ответил, это, наверное, не ислам наш, потому что он сам молящийся, это, наверное, он в какую-нибудь секту попал. Субханаллах, действительно, это не ислам. И когда говоришь этому юноше, ты почему так делаешь? Он тебе хадис приведет, что здороваться с женщиной харам, это фитна. Субханаллах, это невежество. Это невежество наше. Бабушку можно обнять даже. Бабушку можно здороваться за ручку. Это ученые разрешают, субханаллах, потому что это бабушка, она старше твоей матери уже. Поэтому, субханаллах, это наше невежество. Ислам – это благословенная религия. Она служит людям, а мы потакаем своим страстям, подгоняем, самое страшное, мы подгоняем сунну пророка, саллиллаху, его хадисы под наш дурной нрав. Сподвижники, рады Аллаху анхум, самые лучшие из этой уммы, они каждый день приносили бабушкам, не дедушкам, особенно бабушкам, они приносили каждый день воду с колодца, потому что у них водопровода не было. Представьте себе, что если сегодня не будет воды в каждой квартире, у каждой пенсионерки, они умрут от голода. А раньше не было водопровода. И молодое поколение, они когда шли в колодец, а колодцев в городе было очень мало, и нужно было еще платить за это очень часто. Например, в Медине не было нормальных колодцев, было мало. И они каждый день брали у них сосуд, бурдюк или еще что-то, они приносили им воду. Они покупали им на рынке молоко, покупали хлеб, и вот так они проявляли благочестие к старшему поколению. Неужели они не знали, что с женщинами нельзя здороваться? Неужели Абу Бакр не знал? Абу Бакр, радийаллаху анху, лучший из этой общины после пророка, каждый день приходил в дом старой бабушки, убирал ее дом. Это был халифом, предводителем всех мусульман. Убирал дома, готовил ей еду, стирал ее одежду, а она даже не знала, кто к нему приходит. Неужели он не знал, что оставаться наедине с чужой женщиной харам? Эта женщина, это была бабушка. Они были старшим поколением. Посмотрите, Умар ибн Хаттаб, субханаллах. Когда читаешь про них, удивляешься, какими это были люди, субханаллах. Когда вдова одного сподвижника родила ребенка, Умар ибн Хаттаб взял жену, когда услышал, что она родила, и она сейчас дома не может ни готовить, ни убираться, и нет рядом мужа. Умар с женой пришли к ней в дом. Жена зашла в дом, Умар ибн Хаттаб остался во дворе. Жена помогала всю ночь этой женщине, а Умар собрал дрова, разжег огонь и готовил ей пищу. Кто это? Это амир мусульман. Это Умар ибн Хаттаб. И когда дым от костра попал ему в глаза, слезы скатывались по его щекам. И вот так он закрывал глаза, потому что дым попадал в глаза. И это тот, кого боялись все враги. И это тот, кого боялся Иблис. Субханаллах, как он служил своей умме. Всевышний Аллах сказал: «Инналь муттакина фи зиляли ва гуюн». Воистину, богобоязненные прибудут среди сеней и источников. «Ва фавакиха мимма яштахун». И среди плодов, каких только они пожелают. «Кулю вашрабу ханиа». Ешьте и пейте ханиан, то есть во здравие, сколько хотите, за то, что вы совершали. «Инна кадалика наджзиль мухсинин». Вот так мы вознаграждаем творящих благодеяние, добро. Раббим бізге шушы динебезнең асылын саклап, үзебезнең динебезнең нигезләрен саклап, хайырлы, Аллаһ каршында да, аның илчесе каршында, аның махлуклары каршында хайырлы бәндәләр булып яшәүләрне Раббим насип итсә иде. Инналлаһу ва малаикатаху юсаллуна аля ннаби я айюхаллазина аману саллу алейхи ва саллиму таслима. Аллаһумма салли аля Мухаммад
وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم أعز الإسلام والمسلمين آمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين، وأقيموا الصلاة.